Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В России, следовательно, и у нас в республике, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение бесплатного жилья. За соблюдением прав данной категории населения следит прокуратура на местах. Какие появились изменения в законодательстве в сфере обеспечения жильем детей-сирот, мы поговорим сегодня. Гостья в студии Любовь Докторова, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Якутии. Любовь Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, кто относится к числу детей-сирот и вообще имеет ли значение, да, воспитывается ребенок в семье, то есть у опекунов, усыновителей или в детском доме? Ну, вообще есть лексическое значение детей-сирот, то есть это ребенок, который потерял одного либо обоих родителей, да? И есть юридический термин. Юридический термин детей-сирот означает ребенка, который потерял либо обоих родителей, либо у него умер единственный родитель. Также в законодательстве есть понятие ребенка, оставшегося без попечения родителей. Это дети, у которых лишились родительского попечения по каким-либо причинам. Первые могут быть объективными, то есть по болезни родителей, да, когда они признаны недееспособными, либо находятся в местах лишения свободы. А также по субъективным причинам, когда родители свои обязанности выполняют ненадлежащим образом, не заботятся о своих детях, отказываются их забирать из учреждений для социальных учреждений, медицинских и так далее. Кроме того, родители у нас могут быть признаны умершими, либо объявлены без вести пропавшими. Эти дети также считаются оставшимися без родительского попечения. Для простоты мы используем понятие дети-сироты в общем порядке, в широком смысле. Дети могут воспитываться как в семье, так и в учреждениях для детей-сирот. Не имеет значения, находится ли ребенок в учреждении, либо его воспитывает опекун, попечитель или приемный родитель. Но статус усыновителя у нас немножко отличается, то есть если люди усыновляют ребенка, то они приравниваются к его родителям, и, соответственно, ребенок не считается оставшимся без попечения, либо ребенком-сиротой. Вот все ли сироты, да, имеют право на предоставление бесплатного жилья? Ну, вообще у нас государство предоставляет жилье как меру социальной поддержки. То есть в большинстве случаев необходимо соблюдение определенных условий, и, как правило, это узкие категории граждан. Не исключение и предоставление жилья для детей-сирот необходимо, чтобы они были признаны нуждающимися. Они не могут быть собственниками жилых помещений, нанимателями по договору социального найма. И, кроме того, жилье может быть предоставлено тем детям, которые хоть и имеют собственное закрепленное жилье, но по каким-то причинам в нем проживать не могут. Например, это может быть ввиду того, что там проживают лишенные родительских прав родители, а это, как правило, люди, которые ведут асоциальный и зачастую аморальный образ жизни, да, и это не соответствует интересам ребенка, совместное проживание. Либо жилье может быть признано непригодным для проживания, аварийным, или площадь жилого помещения не соответствует норме. Норма у нас в каждом населенном пункте своя, учетная норма. И если оно слишком маленькое по площади, также ребенок подлежит обеспечению жильем. Вот что нужно сделать, да, для того, чтобы получить жилье сироте? В республике у нас ведется список нуждающихся в жилье сирот. Его ведет Министерство труда и социального развития республики. Для того, чтобы включить ребенка в указанный список, нужно подать заявление в орган опеки и попечительства по месту жительства. Этот список основывается на данных органов опеки. И далее в органе опеки необходимо заполнить заявление, предоставить документы. Ну, там перечень документов буквально небольшой. Это все какие-то специальные документы, они запрашиваются опекой самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Мгм. Если же родители ребенка, если ребенок лишился родителей в другом, например, регионе, либо районе, да, городе, то в таком случае могут понадобиться дополнительные документы, и можно обратиться в те органы опеки и попечительства, где ребенок был лишен родителей. Кроме того, большинство проблем возникает именно на этой стадии, потому что зачастую обращаются уже взрослые люди, это бывшие сироты, и они не были включены в свое время в списки нуждающихся, а список нуждающихся у нас ведется с 14 лет, то есть туда могут с 14 лет быть по общему правилу быть включены люди. Но, к сожалению, зачастую бывает, что своевременно они не были включены в эти списки. Это бывает вина учреждений, в которых они воспитывались. Иногда опекуны по незнанию или по другим обстоятельствам их также не включают в эти списки, не подают соответствующие заявления. И в таком случае лучше обратиться для начала в орган опеки по месту жительства ребенка, когда он лишился своих родителей. А вообще, вот имеют ли сироты, да, право собственности на предоставленное жилье? То есть могут ли им распоряжаться, продать потом в дальнейшем? Ну, квартиры у нас предоставляются по договору найма специализированного жилого помещения. Это специально созданный для сирот режим. Его отличие от других режимов в том, что распорядиться этой квартирой нельзя. Его нельзя продать, его нельзя сдать в найм. Создано этот режим специально для того, чтобы сироты не остались без жилья в разных жизненных ситуациях, например, в результате мошеннических действий, да, как, к сожалению, и такое бывает. Так как жилье предоставляется только нуждающимся, его нельзя сдать в аренду. Оно предоставляется именно для того, чтобы в нем сирота проживал. В нем могут проживать как сам сирота, так и члены его семьи, и за использованием квартиры надлежащим образом следят органы опеки и другие специальные органы местного значения. А вообще существуют ли другие способы, да, обеспечения жильем сирот? Может быть, выплаты? Или, может быть, сирота самостоятельно может как-то приобрести жилье за счет государства? Да, у нас с этого года сироты могут получить получить выплату на квартиру. Либо на самостоятельное приобретение жилья, либо на полное погашение ипотеки. Для этого есть некоторые ограничения. Например, в долевом строительстве квартиру купить нельзя. Нельзя купить квартиру в рассрочку. Для Якутии эта норма не совсем нова, наверное, потому что региональным законом у нас еще в 2022 году, с 2022 года начала реализовываться аналогичная мера поддержки. В этом году она меняется уже на ту, которая предусмотрена федеральным законом. Также выдавались жилищные сертификаты. Теперь выдача сертификатов предусматривается федеральным законодательством. К сожалению, федеральными властями были ужесточены правила предоставления этих сертификатов. И контроль за их использованием тоже более регламентирован и немного более жесткие требования. Так, надо отметить, что вот ранее выданные сертификаты республиканские, они также не теряют свою силу, их можно использовать до истечения срока их действия, это 1 год с момента их выдачи. То есть если вы получили сертификат в свое время, но не успели его реализовать к 2024 году, вы можете его реализовать в рамках срока его действия. А если год истекает, например, да, как быть дальше? Можно ли получить другой сертификат? Да, вообще предусмотрена процедура продления срока действия сертификата еще на 1 год, если сирота не смог реализовать свое право. Кроме того, нужно не бояться и обращаться в органы опеки и попечительства. На них тоже возложена обязанность оказывать содействие в том, чтобы
сирота мог реализовать свое право, найти подходящее жилье и использовать данную выплату. Мгм. А перечисляется ли выплата вот на счет сироты? Вот? И вообще может ли он продать жилье, да, после получения выплаты? То есть это уже в собственности же жилье получается у сироты. Да, совершенно правильно. Жилье он получает в собственность, но выплата не перечисляется на счет непосредственно получателя. Выплату перечисляют на счет продавца жилого помещения в банке, либо на счет банка, в котором оформлен ипотечный кредит. И приобретенное жилье в течение 3 последующих лет невозможно реализовать. Также невозможно расторгнуть договор купли-продажи по соглашению сторон. Только в случае, если были нарушены требования законодательства, в установленном порядке, этот договор может быть признан недействительным. По соглашению сторон его расторжение не допускается. Мгм. А вообще, если говорить в целом, да, по теме, да, обеспечения жильем детей-сирот, какие, может быть, нарушения возникают в этой сфере? С какими жалобами, может быть, дети-сироты обращаются в прокуратуру? Большинство нарушений связано именно с стадией включения в список нуждающихся. Очень много обращений поступает в республиканскую прокуратуру, в районные прокуратуры по этому поводу. Это связано с тем, что в 90-е и в нулевые многие дети росли без родительского попечения, но их статус юридически не был оформлен документарно. То есть их родители, мы говорим о живых, да, родителях, не были лишены родительских прав, либо ограничены в них. И, соответственно, по таким основаниям в дальнейшем органы опеки и попечительства отказывают им во включении в список, потому что у них юридически нет статуса. Кроме того, есть сложности с тем, что зачастую у нас сироты обращаются очень поздно. То есть это уже совсем не дети, это взрослые люди, и, к сожалению, они жилье свое не смогли никак оформить и самостоятельно заработать, и вот они обращаются уже в последующем. Своевременное включение необходимо для того, чтобы сирота мог в последующем реализовать свое право. Да? Но у нас установлен заявительный характер оказания меры поддержки и наличие ограничительного срока. То есть за предоставлением жилья необходимо обратиться до 23 лет. Если вы до 23 лет не обратитесь в органы опеки, да, либо ваши законные представители, то в таком случае вам придется доказывать уже в суде, что у вас были уважительные причины, по которым вы ранее не обратились. Как правило, это бывает различные заболевания, инвалидность и так далее. Вот в таких случаях обычно суды признают уважительными и включают вас в список. В любом случае нужно попасть в списки, чем раньше, тем лучше. Ну что ж, Любовь Юрьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Большое спасибо за информацию. Уверен, она будет очень полезна нашим телезрителям. Вам спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.